Потом ждали, когда приедет главный врач этого лечебно-профилактического участка, приедет начальник отдела ТБ, и только в 2020, ну, согласно их, машина санитарная завода повезла меня в больницу. Причем повезла она не в ближайшую больницу, не в травматологический пункт, а завезла в туберкулезную, которая на другом конце города находилась. Везли это Тагали, это очень было неприятно, это до сих пор мне больно до сих пор, потому что это очень было... Я не мог ни самостоятельно не подняться, ни тем более передвигаться. Хотя в истории болезни написано, что я самостоятельно передвигался. Там много таких казусов, и я на суде их указывал, но после этого я пока в реанимации был, через 4 дня приехало мое цеховое начальство. И напиши, что было. Но я стал писать, как вот было, почувствовал все. Ну, мне сказали, лучше не пиши, так напиши лучше, что тебя просто за голова закружилась. Начали выяснять, что, куда я ходил на консультации, что, чем, говорится, у меня были проблемы. Ну, я все открыто сказал. Во-первых, карточки есть, во-вторых, ну, потом оказалось, что руководство завода сказало, что я скрывал то, что у меня есть какие-то диагнозы, хотя у них карточки через суд я ее затребовал, и там было четко указано, вот почему вы говорите, что я не знал. Они причем меня обвинили на суде, что я скрывал, что я намеренно скрыл, что состояние своего здоровья. 6 то есть июня мне в больницу привезли вот, ну, образец акта НП и сказали, что они не нашли никаких факторов производственных, и только причина моего несчастного случая – состояние здоровья. На чем это основа? И основой служило их заключение ВКК ЛПУ, вот это лечебно-профилактического участка, который является структурным подразделением завода. Ну, оно подчиненное им. И вот на основе этого вот заключения 2 года этот акт НП держался. Но я не мог ходить, моя супруга обращалась, и я своем имени подписывал, департамент неоднократно обращались на администрации завода. Везде отписывали, что все по состоянию здоровья, все подтверждается заключением этого ЛПУ. Номер 57 такое было. Диагноз, вообще там была проблема с диагнозом, потому что я еще диагноз оспаривал в суде этот. Ну, написали мягко, что он неполный. На самом деле он, естественно, если диагноз не точно выставлен, соответственно, наверное, лечение не такое, и тактика лечения не такое, я думаю. Ну, по крайней мере, я так думаю. И написали мне легкую травму. Заключение тяжести травмы было выдано 31 мая, то есть через 10 дней после, что написали, что легкая травма. После этой легкой травмы я почти 8 месяцев был на больничном. Впоследствии, да, я уже ездил на медицинской комиссии, все, мне дали уже инвалидность, потому что у меня уже, я потерял основную профессию, я потерял здоровье, мне дали 3-ю группу инвалидности. Я до сих пор, видите, передвигаюсь так, у меня, мне вообще, когда вот я лежал в больнице, врачи не давали никаких прогнозов, в принципе, они говорят, ну, один говорил 2 месяца там вы пойдете, другой говорил попозже, но в результате мне изменения, как они были, так осталось, расхождение, у меня разрыв лунного сочленения, то есть я уже не могу устойчиво стоять, так сказать, получается. Я поэтому поддерживаюсь на палочке. Я ходил, у меня было 4 месяца, у меня был лежачий режим, ну, постельный. Потом я ходил с костылями с 2, тоже 4 или 5 месяцев. Потом с 1 уже. Я прошел реабилитацию тоже, это все. Ну, решили, что, как мне сказали на браке первом, идите работать, пускай вам наниматель дает легкую работу. Ну да, мне после того, как я вышел с больничного, я был на отпуске 1,5 месяца, который не отгулял. Потом я был 2,5 месяца работал на легком труде. В архиве там документы перевел. А потом, когда закончился срок легкого труда, комиссия, естественно, я не мог работать, снова отправили меня на комиссию. Но, правда, наниматель, пока я числился работником, он мне платил по среднему. Но 30 июня я принес им
справку о состоянии здоровья. Там невропатолог, хирург и терапевт написали, что я не гоним в своей основной специальности. Парачик обжига. То есть меня 4 июля я принес эту справку, меня увольняют по состоянию здоровья. Но не предложив никакой другой работы, ни переобучения, ничего вообще. Просто сказали, иди лечись, вдруг выздоровеешь. Как пришел в 1978 году на завод, так вот в 12 меня уволили, у меня только на призыв в армию у меня был прозрыв. Все. То есть я на одном предприятии отработал все эти 33 года, из них 26 лет в одном цеху. То есть, и вот получилось так, что я не оказался ненужным на заводе. В связи с тем, что наниматель не захотел пересматривать свои результаты расследования, уже по совету юриста, вот правового инспектора РЭП Сударенко, мы уже начали тогда, пошли на обжалование, заключение тяжести травмы, чтобы уже департамент непосредственно сам расследовал. Это полгода длится, это наша тяжба, но в результате травму признают тяжелым. Ну, в связи с тем, что пока опротестование, пока кассация, только тоже в конце июня я получаю на руки это заключение тяжести травмы 2014 года. Прошло уже 3 года. Идем в департамент с этим заключением, ждем ответа. Месяц проходит, как положено. И они мне присылают ответ, что мы будем проводить специальное расследование, согласно пункту правил. В сентябре они начинают новое расследование опять. И вот на основе этих 4 опять документов опять заболевание кратковременное расстройство здоровья. Вот причина их, все. И на этом утверждается, департамент Минский подтверждает, все, идем в суд. Суд первой инстанции мою жалобу отклонил. Я подал, естественно, кассацию. 17 февраля 2015 года областной суд кассационный мою жалобу удовлетворил. То есть он отменил то решение и выдал. Но там была не точная формулировка юридическая. Там, он обязал выдать департамент акт Формулы-1, но департамент не выдает акт Формулы-1, если есть наниматель, живой, так сказать. И пока пришло, и 11 мая 2015 года президиум областного суда выдал мне уже решение на руки, которым признавал мою жалобу обоснованной и обязал нанимателя составить акт формы Н1. У нас какая, чтобы страховые выплаты, надо обратиться через медиков, через МРЭК. Но это тоже отдельная, там пока на МРЭК направят, пока документы, это тоже длинная история. Я на МРЭК попал, 14 сентября. И вот тоже длилось, вот 27 октября я получил получил извещение, что мне назначены выплаты. 27 октября. Сейчас подали мы опять же в суд на возмещение материально-морального ущерба, вот эти доплатите деньги и моральный ущерб. Кстати, к сожалению, наниматель категорически не хочет сотрудничать, говорится. Он считает, что все это незаконно, мы хотим изъять. Говорит, вот так вот. Я обращался в комитет по труду, потому что я понял, что наниматель, он просто не хочет меня видеть работником, хотя я был не алкоголиком, не прогульщиком, но не хотел он меня видеть. Я обращался неоднократно в комитет по труду и занятости. Я стоял на бирже труда целый год. Но, к сожалению, понимаете, человек, который не совсем, говорится, здоровый, не совсем может, как говорится, и он не нужен, в принципе, потому что это проблематично. Но я надеюсь, потому что я знаю, что люди через 5 лет устраивались, потом тоже. Но единственное, что меня, конечно, помогло, я в связи с тем, что я работал на вредном производстве по первому списку, я уже успел получить пенсию. Вот единственное, меня это спасло.